Ежегодно на базе АГУ проходит международная конференция «Этнос и культура в эпоху глобализации». Целью научного форума является организация конструктивной интеллектуальной дискуссии по актуальным вопросам, касающимся проблем глобализации, этнокультурной идентичности и межкультурной коммуникации. Глобализация реализуется в сфере массовой коммуникации, а именно ее природа является средством телевидения, радио и интернета, обеспечивающая массовость и одновременно охват аудитории, отметил доктор философских наук, заведующий кафедрой журналистики АГУ Гурам Амкхуап, зачитывая свой доклад по теме «Глобализация как современная проблема журналистики». Продолжением эпохи глобализации становятся фейки, ложь, дезинформация. С появлением неверифицированных каналов информации, особенно когда мы говорим об анонимном канале Telegram, где не всегда возможно идентифицировать авторов. Потому эта проблема всегда нарастает и вызывает обеспокоенность в обществе. Масштаб проблемы большой, он требует новых подходов, которые будут противостоять лжи, создаваемой новыми режиссерами, используя новые технологические инструменты. Доктор философских наук Татьяна Щедрина зачитала доклад о советском лингвисте Николае Жинкине, который стоял у истоков психолингвистики. Тема «Феноменология и Сухумский обезьяний питомник». В конце 60-х Николай Иванович занялся проблемой звуковой коммуникативной системы у обезьян. Свой эксперимент он проводил в Сухумском обезьяньем питомнике Академии медицинских наук. Спрятавшись за большой камень в свободном вольере, Николай Жинкин издавал похожие на обезьяний язык звуки. Настороженное молчание обитателей вольера вскоре начинало прерываться ответными криками или же животные убегали. Эти реакции означали, что издаваемый человеком звук понят, коммуникация установлена. Когда ау-оу, то есть обезьяны, гамадрилы произносили этот звук именно тогда, когда они терялись. Они терялись друг от друга, и это очень соотносится с ау у людей, когда они тоже терялись. И он это специально, этот знак, и описывает именно в перекличке с ау, именно с ауканьем людей. В настоящее время мир находится в точке бифуркации, то есть в ситуации выбора будущего. Еще одна тема доклада. Вал мировых событий накрыл планету. Украина, санкции, инфляция, дефицит энергетических ресурсов, экономическая война, раздрай внутри стран Запада и много других факторов сегодняшнего дня требуют осмысления и собирания этой мозаики в единую картину происходящего. О своем видении сути глобальных перемен рассказал доктор философских наук профессор Иван Тарба. Когда идет смена однополярного мира на многополярный. Для этого давно созрели объективные предпосылки с того времени, как США и коллективный Запад перешли все границы и рамки приличия. Сегодня в период спецоперации России в защиту Донбасса США и Запад снабжают нациков вооружением, инструкторами и добровольцами. Они напрямую поддерживают нацистов, фашистов, которые уже потеряли человеческий облик. Вот вам США, образец в кавычках демократии. Глобализация в целом – это слияние национальных рыночных систем в единый мировой рынок. Бесспорно, у этого процесса, особенно с экономической точки зрения, есть масса плюсов, отмечали участники пленарного заседания. Сария Кварцхеля, Арина Гухава, Абхазское телевидение.